В Алданском районе количество школьников, употребляющих спиртное, увеличилось в несколько десятков раз. Такие данные приводят врачи-наркологи. Решение проблемы ищут совместно с полицией, родителями и самими школьниками. Одно из таких профилактических мероприятий посетила и наша съемочная группа. Репортаж Татьяны Вахниной. Количество школьников, употребляющих спиртное, растет. Ежегодно имеет место летальный исход. Таковы данные статистики. За помощью к врачам подростки обращаются еженедельно. За летний период в отделение реанимации в тяжелом состоянии поступило 6 школьников. Самой юной пациентке исполнилось всего 12 лет. Последствия, конечно, очень печальные. Сейчас я знаю, что эти 6 подростков, они находятся на реабилитации. Родители их увезли за пределы города Алдана. Увезли в другой город на реабилитацию, потому что воздействие на здоровье оказало очень сильно. Наркологи регулярно посещают школьные родительские собрания. С мамами и папами специалисты ведут беседы о том, что во многих случаях проблемы произрастают из бесконтрольности. Родители зачастую не знают, чем занимаются дети в свободное или целенаправленно освобождаемое от учебы время. Призываю просто родителей сейчас активно участвовать в жизни детей, особенно подростков. Я понимаю, что возраст, компания. Большинство родителей убеждены, что знают о своих детях практически все. Как сын или дочь проводят свободное время, с кем дружат, чем увлекаются и на какие вопросы ищут ответы. Когда ничего, кажется, не предвещает беды, мамы и папы пребывают в непоколебимой уверенности, что чаша алкоголя их отпрысков минует. Мои дети очень многим занимаются внеурочной деятельностью. У них очень много секса, у них просто нет свободного времени. У них постоянно какие-то кружки, какие-то занятия. Активная работа по пропаганде здорового образа жизни ведется в учреждениях образования. Однако запреты и предостережения, действующие в стенах школы, как-то быстро тускнеют и забываются, когда подростки собираются вне класса. Конечно, она проводится, но все равно это зависит все равно от детей и от компании их. Если их компания куда-то завлечет, плохая компания, то это даже родители не могут не досмотреть. Врачи советуют родителям также учить детей не теряться в экстренных ситуациях и не бояться обращаться за помощью к взрослым. Если ребенку становится плохо, компания быстро расходится, разлетается, то есть нет помощи этому подростку. Страх руководит им в первую очередь. Пожалуйста, ничего не бойтесь. Пьянство молодеет. Если несколько лет назад на учете в Алданском психоневрологическом диспансере состояли всего 2-3 подростка, то в прошлом году работа велась с 1,5 десятком несовершеннолетних. Помощь оказывается не только детям. Врачи патронируют семьи в целом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.